والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Это Абу Дарда, ради Аллаху та'аля, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Инна л'а'анина ла якунуна шуфа'a ва ла шухада йом аль-кияма». Поистине много проклинающие они не будут ни заступниками, ходатаями, ни свидетелями в судный день. Хадис, который передал имам Муслим. Итак, ля'ан. Кто такой ля'ан? Ля'ан — это который много проклинает. Мы с вами говорили на одном из прошлых занятий, что это недопустимо. Это не может быть качеством верующего, что он постоянно проклинает, желает какого-то зла людям. Человек не должен быть, мусульманин не должен быть таким. Наказание такому человеку, наказание, что он не будет в судный день из шуфа'a, то есть из ходатаев, из заступников, из тех, кому будет позволено заступаться, ходатайствовать за кого-то. И он не будет из шухада. Шухада, то есть свидетели. Не будет из свидетелей. Этот хадис, он предостерегает нас от того, чтобы проклинать или много проклинать людей. Потому что за это есть такая угроза от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И мы делаем с вами вывод, братья, что если человек проклинает, много проклинает, и его язык, он постоянно влажный, но не от поминания Аллаха субхану ва тааля, от проклятий, такой человек, воздаяние ему, что он лишится вот этих вот достоинств в судный день, а значит, раз есть такая специальная кара для него, значит, это из из великих грехов, раз он заслуживает такого наказания. Хадис указывает нам на необходимость веры в судный день. Йом аль-кияма. Йом аль-кияма, мы с вами говорили, почему так называется. Из-за 3 причин. Первая причина, потому что люди восстанут из могил, чтобы предстать перед Аллахом субхану ва тааля. Поэтому йом аль-кияма, то есть день, когда восстанут люди. Аллах субхану ва тааля говорит: «Йома якуму насу ли раббил алямин», тот день, когда люди восстанут, якуму, отсюда кияма, да, перед Господом миров. Другая причина, почему йом аль-кияма так называется, йом аль-кияма, потому что в этот день будут поставлены свидетели. Поставлены свидетели. Йома якуму ашхад, сказано, в день, когда восстанут свидетели. Это вторая причина. Третья причина, потому что в тот день будет восстановлена, поставлена справедливость, как говорит Аллах субхану ва тааля: «Ванад'у мавазина аль-кист йоум аль-кияма», поставим мы, установим весы справедливости для судного дня. Этот хадис подтверждает нам наличие шафа'a. Шафа'a, то есть заступничество в судный день. Что такое шафа'a? Шафа'a — это когда по соизволению Всевышнего Аллаха кто-то, кем доволен Аллах субхану ва тааля, из единобожников, из праведников, будет просить за кого-то, кем доволен Аллах субхану ва тааля, то есть являются они мувахидами, являются единобожниками, являются верующими. Вот это вот шафа. Человек праведный может получить возможность заступиться, походатайствовать за дозволение Аллаха субхану ва тааля перед Аллахом за кого-то из своих близких. Шафа, братья, делится на 2 вида. Заступничество, которое является исключительной особенностью только пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Больше никому этот вид заступничества не будет дарован Аллахом субхану ва тааля. Другой вид шафа, который будет позволен, дан ангелам, пророкам, шахидам, праведникам. Хорошо? Те виды заступничества, которые являются особенностью, дарованной пророку, саллаллаху алейхи вассалям. 3 вида. Первый вид — это что? Это большое заступничество. Аш-шафа'атуль узма называется. Великое заступничество. Что это за великое заступничество? Великое заступничество, люди предстанут, все будут собраны на площади судного дня. И это будет очень сложное предстояние, когда люди будут стоять друг возле друга, истекать потом, солнце будет близко, это мучительно, очень мучительно. И люди, они начнут обращаться к пророкам, посланникам, пророкам и посланникам, чтобы они попросили Аллаха субхану ва тааля, походатайствовали за всех, чтобы Аллах начал свой суд. Сначала они обратятся к кому? К Адаму алейхиссалям, он откажется. Потом к кому? К Нуху алейхиссалям, первому посланнику Аллаха, к жителям земли. Потом к Ибрагиму алейхиссалям, потом к Мусе алейхиссалям, потом к
к Исе, алейхиссалям, все они откажутся, пока они не обратятся к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и он скажет, что я для этого, ана ляха, я для этого заступничества. И с позволения Аллаха субхану ва тааля, пророк алейхиссалату вассалям получит это заступничество, он пойдет ниц перед Аллахом субхану ва тааля, перед престолом Всевышнего, и Аллах субхану ва тааля даст ему, позволит заступиться, и начнет суд, субхану ва тааля, приняв от него его ходатайство. И вот это достоинство и исключительная особенность пророка алейхиссалату вассалям входит в понятие аль-макам аль-махмуд, то есть достохвальное положение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в судный день. Аса яб'асака раббука макаман махмуда. Может быть, воскресит тебя Господь твой в достохвальном положении. То есть, такое положение будет у пророка алейхиссалату вассалям, что все творения будут восхвалять его, хвалить его в судный день. В том числе за что? За вот это вот великое заступничество. Да, Аллаха только нашему пророку, последнему из пророков и посланника. Второй вид заступничества – это за обитателей рая, чтобы они вошли в рай. Потому что верующие, подойдя к вратам рая, найдут их какими? Запертыми, закрытыми. После того, как пророк, алейхиссалату вассалям, попросит Аллах субхану тааля, походатайствует за верующих, будут врата рая открыты, и верующие смогут войти туда. Третий вид заступничества – это заступничество пророка, алейхиссалату вассалям, за его дядю Абу Талиба. Дядю его Абу Талиб, мы знаем, Абу Талиб бин Абдель-Мутталиб, он умер неверным, так и не приняв ислам, оставшись в многобожии. Ни за кого из многобожников в судный день заступаться, ходатайствовать будет нельзя. Даже если у человека кто-то есть из его родственников, из многобожников, он не сможет за него заступаться. Нельзя. Нет для них шафаа, заступничества. Так же, как нельзя, находясь в этом мире, за них, если они умерли в неверии, просить для них что? Прощения или избавления от ада. Нельзя, потому что они умерли неверующими. Исключением является только пророк, алейхиссалату вассалам, и только в отношении Абу Талиба. Почему так? Потому что Абу Талиб, он оказал большую поддержку пророку, алейхиссалату вассалам, защищал его на протяжении многих лет, поэтому Аллах субхану тааля разрешит посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, заступиться только за одного из кафиров, за Абу Талиба. Хорошо. Означает ли это, что Абу Талиб будет выведен из адского огня? Нет, нет, не будет. Никто из неверующих никогда не сможет выйти из адского огня. Аллах субхану тааля говорит: «Умахум минха бимухраджин». Они не будут выведены из него. Абу Талибу будет облегчено наказание в аду, он будет, так скажем, в мелком огне. Так что он будет в сандалях из ада. Адский огонь будет достигать его щиколоток, то есть его стопы покрывать, но этот огонь, это не как огонь на земле. Это мучительное пламя, так что от этого пламени будет бурлить и кипеть мозг его, как об этом сообщает пророк, алейхиссалату вассалям. Посмотрите, мозг это в человеке что самый высоко расположенный орган, самый далекий от пяток, самый далекий от стоп. Но настолько сильно это пламя, это наказание, что кипит мозг. Да упасет Аллах субхану ва тааля. Это самое легкое наказание в аду. Но из мучений ада, что это не только физические мучения, это моральные мучения еще. Потому что человек, который испытывает мучения в аду, он не просто мучается физически, он еще и думает, что только он один так мучается, и больше никто, что он испытывает самые сильные муки. И вот этот человек, который будет иметь самое легкое наказание в аду, он будет думать, что его наказание самое страшное. Хотя это самое легкое наказание из тех, которые есть в адском пламени. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ваиннаху ля ахванухум азаба». А у него самое легкое наказание в аду. Да упасет Всевышний Аллах. Люди, которые много проклинают, они лишатся возможности заступаться и быть ходатаем. Таково воздаяние им. Другое воздаяние им, что они будут лишены возможности быть свидетелями в судный день. Шухада, свидетели в судный день. Есть 4 вида свидетелей в судный день. То есть творения, которые будут свидетельствовать о других в судный день. Первое это кто? Это ангелы. Второе это кто? Это пророки. Третье это знающие. Четвертое это органы людей.
Что касается ангелов, Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом в суре Каф. وَقَالَ قَرِينُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. И скажет спутник его, это то, что у меня приготовлено. То есть ангел, с которым человек придет в судный день, он спутник его, который знает, что этот человек делал, он предъявит то знание об этом человеке, которое у него есть. То есть ангелы будут свидетельствовать о людях в судный день. Второй вид, мы сказали, это кто? Пророки. Пророки. «Ваякуна расулю алейкум шахида» сказано. Чтобы был посланник свидетелем о вас. То есть посланники, они будут свидетелями о своих общинах, о людях. Третья группа свидетелей это кто? Знающие, те, у которых есть знания. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. И вот так мы сделали вас справедливой общиной, лучшей из общин, чтобы вы были свидетелями о людях. Почему будете свидетелями о людях? Потому что у вас есть знания о предшествующих общинах, о предшествующих пророках. Вы имеете знания, поэтому вы будете свидетельствовать. И так знающие, у которых есть знания, будут свидетельствовать о других. И четвертое, это что? Это свидетельство органов. Аллах Субхану ва Тааля сделает так, что органы людей будут свидетельствовать против них или за них. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Яума ташхаду алейхим альсинатухум ва айдихим ва арджулухум». В тот день, когда будут свидетельствовать о них их языки и руки и ноги. Смотрите, органы свидетельствуют о людях. Вот. Те, которые проклинают много, они будут лишены возможности свидетельствовать в судный день. Смотрите, то есть от них не принимает Аллах Субхану ва Тааля свидетельство. Это унижение им, это позор в судный день. Что не принимается их шахада, то есть их свидетельство. Это угроза от Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо, а если человек покаялся, успел покаяться в этом мире? Покаяние подразумевает, что человек отказался от этих действий, имея решимость, намерение твердо никогда к этому не возвращаться. Означает ли это, что он тоже будет лишен, эти покаявшиеся, будут лишены возможности быть свидетелями в судный день или ходатаями в судный день? Нет. Если человек покаялся, Аллах Субхану ва Тааля принимает его покаяние. Покаяние, оно стирает грехи, уничтожает грехи человека, как на это указывают аяты и хадисы. Если даже неверующие, которые заслуживают адского огня, если они успевают уверовать и покаяться, Аллах Субхану ва Тааля освобождает их от наказания вечным адом. Как Аллах Субхану ва Тааля говорит: скажи тем, которые не веруют, если они остановятся, откажутся от неверия, то будет прощено им то, что предшествовало. То есть все, что до этого они делали из плохого, все это будет прощено им. Если куфр, Аллах Субхану ва Тааля прощает, стирает все, что было до этого. Тем более человек, который является верующим, если он покаялся в чем-то искренне, это стирается, и он возвращает, Аллах Субхану ва Тааля, ему этот шанс, эту возможность быть свидетелем и быть заступником в судный день. То есть, как бы человек много не проклинал в свое время, у него есть возможность покаяться, пока еще не поздно, пока есть еще осталось что-то из его жизни. Если Аллах Субхану ва Тааля позволит ему в судный день, хорошо, заступаться за того, кем доволен Аллах Субхану ва Тааля, он будет из заступников и будет из свидетелей. Это что касается данного хадиса.